Мы то, что мы едим. По всей России стартовала акция «Здоровое питание. Активное долголетие». Она проводится в рамках партийного проекта «Единой России. Здоровое будущее». К движению подключились и ингушские школьники. Профилактическое мероприятие, приуроченное к этой акции, прошло во второй общеобразовательной школе селения Барсуки. Дана Плиева расскажет. В современном мире много соблазнов для того, чтобы отдать предпочтение вкусной, но вредной пище. К примеру, различный фастфуд, полуфабрикаты, чипсы, газированные напитки так и скупают на прилавках магазинов и кафе. Но к чему приводит употребление в пищу этих продуктов? Ответить на этот вопрос сегодня постарались учащиеся 10 класса 2-й общеобразовательной школы Барсуки. На сегодняшнем мероприятии ребята объясняют всем присутствующим, что из себя представляет правильное питание. Одна из участниц мероприятия Райхан Тутаева. Девочка делится, решив побольше узнать о здоровой пище, она и не думала, что захочет подкорректировать свой рацион. Я решила больше времени уделять именно завтраку, потому что не всегда слушаюсь маму, поэтому впредь буду уже завтрак, делать сытый завтрак. Продукты — это, естественно, каши, масло, сыр. Мероприятие, организованное в рамках всероссийской акции «Здоровое питание. Активное долголетие», проводится в рамках партийного проекта «Единой России. Здоровое будущее». Акция стартовала в начале февраля, и от этой школы к ней подключились 12 старшеклассников. Ребята проводят различные лекции, классные часы и другого рода мероприятия для младших классов, чтобы научить их правильно питаться. Из сегодняшней лекции усвоила семиклассница Айна Парижева. Девочка уже с 1 класса старается вести здоровый образ жизни. Ну а чтобы на все хватило энергии, просто необходим не только полезный завтрак, но и обед и ужин. Каждое утро ем овсяные каши, хлеб с маслом, тушеное яйцо. Когда после школы я ем, например, борщ или суп, чай или компот, сок. Вечером мы всей семьей собираемся за столом и кушаем, например, гречка с рыбкой, сок. К чему может привести неправильное питание? Снижение работоспособности, преждевременное старение, сокращение продолжительности жизни, а также целый букет неожиданных болезней – ожирение, кариес, диабет, инфаркт, инсульт. По мнению ряда ученых, физическое здоровье на 50% зависит от образа жизни, где главное место занимает характер питания. Впрочем, полезной эта информация оказалась и для сегодняшних гостей мероприятия. Послушать лекцию о правилах здорового питания решил депутат Госдумы Российской Федерации Юшак Азгиреев, отметивший значимость участия в таких акциях для школы. И каждый из вас, я думаю, тоже подрастете и будете думать об этом. Я желаю вам удачи, успехов в учебе. Вот то, что вам сегодня преподносят, я думаю, это все нужно, полезно. Если вы максимально уделите внимание учебе, это пригодится не только вашим семьям, вам самим, но и нашему народу. Мы сейчас проводим серию таких уроков. Старшеклассники готовят материал, и для младших классов проводят вот такие уроки. Конечно же, и в другой форме будут проводиться эти уроки. Это и рисунки будут, и различные конкурсы на эту тему. Мы будем приглашать и лабораторию к себе Роспотребнадзора. Ребята сами будут участвовать в изучении состава пищи. Ну, это очень ценное мероприятие, потому что знания передаются школьниками между собой. Школьники усвоили, что нужно есть фрукты, ягоды, рыбу, различные морепродукты, молочные продукты, богатые аминокислотами и витаминами. Они легко усваиваются, не замедляют обмен веществ и не оказывают вредного влияния на здоровье. В рамках акции образовательные учреждения также стараются уделять большое внимание спортивному образу жизни самих школьников. Мероприятие учителей физической культуры, то есть физкультуры, у нас проводятся старты, где мы показываем ребятам, что в здоровом теле здоровый дух. То есть здесь проходят командные старты, состязания, соревнования. Учителя ОБЖ, истории религии тоже ведут определенные викторины, то есть есть брейн-ринги и так далее, где мы тоже ребятам показываем этими мероприятиями, как себя вести, как необходимо сегодня правильно питаться, заниматься спортом. Акция будет проходить в 2 этапа – региональный и федеральный. Итоги первого этапа будут подведены 27 мая, а в июне – финал. Победители конкурса получат путевки в детские летние лагеря «Артек» и «Орленок». Дана Плиева, Джамиль Тамасханов, Новости 24.